Калмыцкие народные сказки. Сборник из 5 сказок на русском языке. Шикарными иллюстрациями художника. Альбомный вариант. 5 сказок. 71 страница. Том. Калмыцкое устное народное творчество. Богатейшее. Состоит на русском языке, на одна песня, 5 богатырских сказок, всего 23 сказок. Большой том с множеством иллюстраций. Ювелиры, 14 легенд. Роскошное издание, богатейшее на русском языке. Калмыцкие богатырские сказки. На русском языке подстрочники. Издание на калмыцком языке. Калмыцкий научный центр Российской академии наук сделал буквальный перевод подстрочники, адекватный калмыцкому тексту. И эти 2 тома, 25 сказок, богатырских сказок, одного тома, и 37 мифов, легенд и преданий калмыков во другом томе. Научный подвиг калмыцких ученых для развития и знания своего фольклора, своей истории, отраженной в мифах, легендах, преданиях. Бесценные 2 тома. Исторический раритет финского ученого, записанный им в начале 20 века в Малдербетовском районе. Малые Дербеты — это ваше все. Вы должны 2 тома иметь в каждом доме. Если бы к этим 2 томам Калмыцкий научный центр Российской академии добавит еще 20 фонограмм начала 20 века, записанные Рамстедом в Малых Дербетах, это будет просто шедевр. Но это все в будущем. А на сегодня, малодербетовцы, в каждом доме должны быть калмыцкие сказки ваших предков. Научный подвиг ученого Санджи Хойта. 24 сказок отредактированы и подстрочники с калмыцкого на русском для адаптирования и изучения текстов калмыцких сказок, изучения, углубления своего языка. 26, 24 сказки и 2 легенды. Здесь поработал весь коллектив калмыцкого факультета, молодые ученые Кегерана на добровольном началах. И вот это сборник под редактором Санджи Хойта достойный каждой библиотеке, каждой калмыцкой семье, чтобы в дальнейшем у наших калмыцких семьях не рождали дети с именами Ангелина, Богдан и всех имен разных народов, а были имена адекватные с калмыцкому менталитету и ее истории и фольклору. Джангар, Хонгар, Санджа, Манджа и так далее. Не бросайте память своих предков, призывает Санджи Хойт в своей книге Хэв. Героический эпос Джангар выпущен Российской академией наук в 10 томах. В 10 томах всего фольклора монгольских народов. Первый том посвящен эпосу Джангар. 22 богатырских песен Джангара, начиная
середины 19 века богоцахуровских, малодербетовских песен, переходящие в песням Элиноула, Микубен Басанга, Харахусовского, исчезнувшего уже улуса, и Кицахуровского улуса, Шавалина Давы. И только в этом сборнике есть диск фонограммы Элиноула и многочисленных других джангарчи 20 века. 22 песен джангара. Легенды и предания. Эти сборники изданы на калмыцком языке. Переходим к уникальному сборнику Туджи Богоцахуровского Джангарчи Джуван Джавы, адаптирован молодыми учеными на калмыцком, и имеется факсимиле Тодо-Бичик. Желающим изучать Тодо-Бичик калмыцкий и на монгольском. Но самое в этом году хит для изучающих Тодо-Бичик — айратский перевод Тугмет Гавджи, Хамбуламы калмыки советского времени, Гише Гавджа перевел с санскрита «Море притч». Здесь мы видим факсимиле, подстрочник его рукою. То есть его сборник полностью записан на Тодо-Бичик. Калмыцкие ученые все перевели, адаптировали на калмыцкий и русский. Для изучающих и просто любителей фольклора это должно быть как высший подарок вашей библиотеки. Вершина. Обзор калмыцких сказок, притч, легенд, находящийся в продаже в магазине Кишиктай-Белюк, улица Ленина, 247, город Элиста.